Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден абвясціў, што выходзіць з выбарчай кампаніі. Хто цяпер будзе галоўным супернікам Дональда Трампа на выбарах у лістападзе і як гэта паўплывае на амерыканскую і сусветную палітыку? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевич. З намі на сувязі з амерыканскага гораду Ноксвилл Наталля Райс. Яна доктар навук, была старшай навуковай супрацоўніцай ва ўніверсітэце Теннессі, а цяпер яна эксперт-кансультант у консалтинговой компании Дука. Наталья, добрый день. Добрый день, Алексей. Спасибо большое за приглашение. Калі прэзідэнт Байден абвясціў, што здымаецца з выбараў, не пойдзе на новы тэрмін, ён падтрымаў кандыдатуру віцэ-прэзідэнткі Камалы Гарріс. Ці значыць гэта, што фактычна на з'ездзе дэмакратычнай партыі, які мае адбыцца 19 жніўня з 19 по 22, ужо фактычна перадвырашана, што Камала Гарріс стане кандыдатам ад гэтай партыі, ці не? Это очень хороший вопрос. То, что Джо Байден решил снять свою кандидатуру с выборов, с одной стороны, было ожидаемо, потому что последние 3 недели после настолько неудачных дебатов против Дональда Трампа, при которых президент Байден показал очень слабое выступление, специалисты, политики, конгрессмены, люди в медиа все 3 недели говорили о том, что, скорее всего, он будет сниматься с выборов. Но, тем не менее, это настоящее политическое землетрясение в Соединенных Штатах Америки. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая не случалась с конца 60-х годов при президенте Линдоне Джонсоне. Ваш вопрос о том, будет ли Камала Харрис автоматически кандидатом, очень хороший, и это сложный вопрос. Пока на 100% никакие эксперты не могут ответить на него. И давайте поговорим о том, почему. С одной стороны, очень большое количество влиятельных американских политиков, доноров и людей в медиа уже поддержали кандидатуру Камалы Харрис. Бывший президент Билл Клинтон, его супруга Хиллари, огромное количество конгрессменов, сенаторов, доноров или людей в медиа уже за последние 12 часов объявили о своей поддержке Камалы Харрис. Но это совершенно не значит, что она автоматически получит поддержку всей партии на Конгрессе Демократической партии, который будет через месяц. С одной стороны, мы уже имеем информацию, что из примерно 4000 выборщиков, делегатов Конгресса, которые живут по всей стране, уже четверть официально подтвердили то, что они будут давать свои голоса именно Камале Харрис на Конгрессе. Как это работает в Соединенных Штатах, если вы знаете, в каждом штате, в зависимости пропорционально от того, какое население, какое-то количество людей, которые едут делегатами на Конгресс и голосуют за кандидата. Но в демократической партии это работает так, что если человек побеждает на праймерис, например, Джо Байден, как он победил в большинстве штатов, во всех штатах, это не значит, что те люди, которые делегаты, которые едут на Конгресс, обязаны за него голосовать. Они обычно за него голосуют, потому что это традиция, но при этом они то, что называется свободные делегаты, то есть они могут голосовать и за другого человека. Поэтому, с одной стороны, мы видим сильную консолидацию демократической партии вокруг Камалы Харрис, больше и больше, каждые полчаса. Здесь по новостям говорят о новых людях, которые поддерживают Харрис, но, с другой стороны, у нее остается проблема легитимности. Потому что президент Джо Байден получил более 11 миллионов голосов на праймерис. И несмотря на то, что Камала Харрис была его вице-президентом и как бы шла в связке с ним, все равно эти голоса отдавались Джо Байдену. Несмотря на то, что он рекомендует Демократической партии избрать именно Камалу Харрис, он не передает ей свою власть. Должны быть какие-то технические процедуры, при которых Камала получит настоящую легитимность, при которых она пойдет на выборы против Дональда Трампа, говоря, что я настоящий кандидат от Демократической партии с огромной народной поддержкой. Вот как конкретно эти механизмы будут выглядеть, пока идет обсуждение в Демократической партии, идет обсуждение в медиа, потому что это совершенно беспрецедентная ситуация. То есть Соединенные Штаты Америки не сталкивались еще с такой ситуацией, и у нас нету готового плана действий, как демократы именно будут пытаться легитимизировать Камалу Харрис на Конгрессе. Мы працягнем гутарку пра перадвыбарчае змаганне ў ЗША неўзабаве, але спярша хацелі б нагадаць пра некаторыя ключавыя моманты прэзідэнцтва Джо Байдена, у тым ліку звязаныя з Беларусю. Is America's day.
This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Прэзідэнцкі тэрмін Джо Байдена пачаўся ў 2021 годзе і стаў кульмінацыяй амаль 50гадовай палітычнай кар'еры, якая стартавала ў 1973, калі ён быў абраны сенатарам Злучаных Штатаў ад Дэлавера. Ён заставаўся ў Сенаце 36 гадоў, займаючы сярод іншых і пасаду старшыні камітэту міжнародных адносінаў. Адпрацаваў 2 тэрміны на пасадзе віцэ-прэзідэнта пры Бараку Абаму. На міжнароднай арэне прэзідэнт Байден адыграў ключавую ролю ў мабілізацыі заходняй вайсковай, эканамічнай і гуманітарнай падтрымкі ўкраіны пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ў 2022 годзе. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked, but Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Байден лічыць, што ў выпадку перамогі ва ўкраіне Расія пачне пагражаць Беларусі. And then you think he'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries? Падчас свайго прэзідэнцтва Байден трымаў у фокусе сітуацыю ў Беларусі. ЗША за час ягонага кіравання працягвалі і пашыралі санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі, падтрымлівалі беларускія дэмакратычныя сілы. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціханаўская і прэзідэнт ЗША Байден сустракаліся двойчы у 2021 і 2023 годах. У 2022 яны правялі тэлефонную размову. Святлана Ціханаўская падзякавала Джо Байдену за падтрымку і салідарнасць з дэмакратычнай Беларуссю. Дзякуй вялікі прэзідэнт Джо Байден за непахісную падтрымку і салідарнасць з Беларуссю. Беларускі народ глыбока шануе ўсё, што вы зрабілі для перамогі нашай справы. Гісторыя не забудзе, як вы цвёрда падтрымлівалі нас у імкненні да свабоды і дэмакратыі. Джозеф Байден, 46-й прэзідэнт Злучаных Штатаў, пакіне Белы дом пасля аднаго тэрміна знаходжання на пасадзе. І мы вяртаемся да гутаркі з эксперткай ЗША Натальяй Райс. Наталья, у нядаўняй мінуласці віцэ-прэзідэнтам на з'ездзе рэспубліканцаў стаў Джеймс Вэнс, і ён, сярод іншага, вядомы радыкальнай, даволі жорсткай крытыкай амерыканскай дапамогі ўкраіне. Ці можа стацца так, што палітыка ЗША адносна нашага рэгіёну, Беларусі, Украіны будзе важным пунктам у перадвыбарчым змаганні паміж дэмакратамі і рэспубліканцамі? Ці гэта ўсё ж такі такая другасная нейкая рэч? С точки зрения американских избирателей, внешняя политика практически никогда не имеет сильного влияния на результаты американских выборов. Есть хорошее американское выражение, что американские избиратели голосуют своим кошельком. Это значит, что если экономика движется в правильном направлении и развивается при президенте, у него есть хороший шанс переизбраться на второй срок или назначить преемника, как в данном случае с Камалой Гаррис. Вещи, которые имеют отношение к внешней политике, очень редко имеют прямое отношение на результаты выборов. Опросы общественного мнения, при которых ученые спрашивают американских обывателей, о каких вещах они думают, какие вещи наиболее важные, наиболее критичные для них в этом избирательном цикле, люди отвечают: номер один – это экономика. Причем они имеют в виду не просто макроэкономические показатели, которые при президенте Байдене достаточно успешные, потому что он сумел вывести американскую экономику из серьезного кризиса, который был при ковиде и после ковида, но они имеют в виду стоимость жилья, стоимость жизни, стоимость продуктов, стоимость бензина. То есть те вещи, на которых они каждый день тратят деньги. И мы должны отметить, что стоимость жизни на самом деле очень сильно повысилась при президенте Байдене. И людей это волнует больше всего. То есть номер один – сколько денег они тратят на жизнь. Номер два и номер три – это нелегальная иммиграция и проблемы с криминалом. Нелегальная иммиграция – это та вещь, которая особенно сильно волнует республиканских избирателей, а также независимых избирателей, но в какой-то степени и демократов тоже. И вот эти вот две вещи, экономическое развитие, стоимость жизни и нелегальная иммиграция, при котором сейчас считается, что больше 12 миллионов нелегальных иммигрантов находятся в Соединенных Штатах, и большое количество этих людей как раз при президенте Байдене появились в стране нелегально. Вот эти две проблемы волнуют избирателей больше всего. Украина
НАТО, Россия, вообще вопросы внешней политики, они на 5-м, 6-м, 7-м месте, когда вы спрашиваете избирателей. Поэтому я не думаю, что позиция Камалы Харрис или Дональда Трампа по вопросам внешней политики и тем более Украины будет иметь большое значение на то, как будут голосовать американские избиратели. Хотя, конечно, то, кто будет избран, будет иметь очень большое влияние на регион, на Украину, на Беларусь, на глобальную безопасность. Вы уже сказали, что Байдена обирали на так званых праймерис. Так само в некоторых штатах, я разумею, были кокусы, где удзельнічалі выключна прадстаўнікі дэмакратычнай партыі, і ў яго ёсць там мільёны галасоў. Ці магчыма яшчэ тэхнічна да з'езду дэмакратычнай партыі, да якога застаўся месяц, правесці нейкую альтэрнатыву, нейкія альтэрнатыўныя праймерис, магчыма, з дапамогай інтэрнэту? Ці ёсць такія ідэі? В том-то и дело, что сейчас очень-очень бурное обсуждение идет как внутри демократической партии, так и людей, которые интересуются политиками, эксперты, НКО, как конкретно, какие механизмы можно выработать, потому что, опять же, механизмов готовых нету. С такой ситуацией Америка после того, как вообще начались праймерис в 20 веке, они просто не сталкивались. И поэтому совершенно непонятно, что делать с этими 11 миллионами голосов, которые были отданы за Джо Байдена, и как будет технически выглядеть этот процесс легитимизации какого угодно кандидата. Скорее всего, конечно, это будет Камала Харрис. И есть несколько вариантов. Во-первых, демократы могут провести то, что называется виртуальный конгресс, и об этом идет обсуждение сейчас в начале августа. То есть это те же самые партийные люди и те же самые 4000 делегатов, но они будут встречаться в виртуальном формате, и они могут при этом путем прямого голосования решить заранее, кто будет кандидат. В таком случае, скажем, если кто-то из кандидатов, например, Камала Харрис, получит большинство голосов, то к тому времени, когда будет проводиться настоящая конвенция демократов в конце августа, этот кандидат уже будет официальным кандидатом. Это один из вариантов. Другой вариант, который обсуждался заранее, до того, как Джо Байден объявил о своем решении не баллотироваться вчера, это то, что называется открытый конгресс. То есть при котором делегаты бы голосовали за разных кандидатов и много раз, пока не пришли к какому-то консенсусу. То есть есть несколько путей того, как делегаты будут избирать нового кандидата, но пока очень сложно сказать, какой из этих путей они выберут. Но, конечно, это должна быть какая-то такая процедура, которая даст Камале Харрис или другому кандидату настоящую поддержку демократической партии. А ці ёсць у дэмакратычнай партыі нейкія сур'ёзныя альтэрнатыўныя кандыдаты, якія ўжо заявілі пра гатоўнасць паспрачацца за вось гэтую пасаду кандыдата? Напрыклад, называлі раней губернатара Каліфорніі Гэвіна Ньюсама, але, я так разумею, ён ужо падтрымаў кандыдатуру Гаррис, называлі губернатарку штату Мічыгэн Грэчэн Уітмер, але яна таксама сказала, што не будзе ўдзельнічаць. А вось ці ёсць нейкія такія цяжкавагавікі, якія ўсё ж такі гатовыя пазмагацца? Вы абсолютно правы. Два человека, которые за последние 3 недели с тех пор, как произошли дебаты, очень много было обсуждений по поводу того, кто может быть альтернативой, кроме Камалы Харрис. И вы абсолютно правы. Один из самых популярных кандидатов, который мог бы баллотироваться на должность, это, как вы сказали, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и Гретхен Уитмер, и также секретарь транспорта Пит Будежедж, который работал в администрации Байдена. И вот эти 3 имени в рейтингах были. И многие люди обсуждали, будут ли они выдвигаться. Но губернатор Калифорнии уже поддержал Харрис, Пит Будежедж уже поддержал Харрис. Насколько я понимаю, последнее то, что я видела, Уитмер еще ничего не сказала, но я думаю, что она тоже поддержит кандидатуру. Яна сказала, што падчас гэтых выбараў яна застанецца на сваёй пасадзе губернатарам. Вот, прынамсі, вось гэта яна сказала. Яна не падтрымала так адкрыта, але сказала, падчас гэтых выбараў я застануся на сваёй пасадзе. И вот эти 3 человека, про которые мы только что говорили, они также очень вероятные кандидаты в вице-президенты, если Харрис будет кандидатом от Демократической партии. Недаўнія апытанні, якія глядзеў, паказваюць, што ў такім наўпроставым супрацьстаянні з Трампам Камала Гаррис прайграе. Як дэмакратычная партыя можа, якія крокі можа зрабіць,
каб за вось гэтыя апошнія месяцы неяк раскруціць яе, падняць яе рэйтынг? Да, конечно, хороший вопрос. Ну, с одной стороны, самые последние опросы общественного мнения, которые я видела, они дают Трампу примерно 45%, нет, 47% у Трампа и 45% у Камалы Харрис. Но здесь нужно отметить, что эти вопросы проводились до того, как Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры, и до того, как он официально поддержал кандидатуру Камалы Харрис. То есть, конечно, смотреть на опросы, которые были... спрашивали людей, а как вы думаете, что случится, если, немножко другое дело, чем те опросы, которые появятся после того, как она станет кандидатом. Это 2% – это маленькая разница. Это ошибка выборки, в пределах ошибки выборки. Поэтому это не показатель того, как пройдут выборы, особенно учитывая того, что у нас все еще 106 дней до самих выборов. Но, конечно, демократическая партия оказалась в довольно неприятной ситуации, при которой главный кандидат, действующий президент, который уже год проводил предвыборную кампанию, снял свою кандидатуру, и им придется, если не с нуля, ну, то с тяжелого старта начинать кампанию Харрис. Кроме всего прочего, она не очень сильно популярный кандидат. Она нравится демократам, но по всей стране у нее не очень высокий рейтинг. Поэтому им нужно будет очень серьезно работать с тем, чтобы сделать ее более популярной. И здесь нужно отметить, что так как работает американская демократическая система, есть большинство штатов, которые всегда голосуют за республиканцев, есть много штатов, которые всегда голосуют за демократов, и то, как люди голосуют в этих штатах, предсказуемо на результаты выборов не повлияет. Есть от 6 до 8 так называемых неопределившихся штатов, и гонка будет происходить именно в них. То есть демократической партии нужно сфокусироваться именно на этих штатах, на неопределившихся кандидатах. И это может повлиять на выбор вице-президента для Камалы Харрис. Потому что обычно выбирают вице-президента из того региона, который может привести дополнительных избирателей именно в нужных штатах. Я якраз хацеў спытацца наконт гэтых ключавых штатаў. Вось тая ж губернатарка штату Мічыган, спадарыня Уітмер, яе называлі ў якасці магчымай кандыдаткі менавіта таму, што яна здолела ўтрымаць гэты штат, які традыцыйна вагаецца паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі, называлі іншыя кандыдатуры. А вось скажыце, ці імаверная такая рэч, якая магчыма і абцяжарыць з аднаго боку кампанію Камалы Гаррис, але з другого боку, магчыма, дадасць ёй нейкі імпэт і нейкі іншы статус. Ці магчыма яшчэ, што Джо Байден да канца свайго прэзідэнцкага тэрміна перадасць Камале Гаррис свае паўнамоцтвы і падасць у адстаўку з пасады прэзідэнта? Ці гэта нереалістычны сцэнар? Это хороший вопрос. Я не думаю, что даже у американских экспертов есть хороший ответ на этот вопрос. С одной стороны, если бы Джо Байден передал ей полномочия, то она была бы на первой полосе всех газет. Все медиа освещали бы ее все следующие 4 месяца. С другой стороны, реакция республиканской партии, республиканских политиков и государственных деятелей на снятие кандидатуры Джо Байдена была очень негативной в том плане, что они критиковали его поступок, говоря, что если он не способен выдвинуть свою кандидатуру и избираться на следующий срок, почему он остается в своем кресле? Но зная Джо Байдена, зная то, как он вел свою предвыборную кампанию в предыдущий год и вообще его карьеру, более 50 лет в публичной службе в Америке, я не думаю, что он передаст свои полномочия Камале Харрис. Я думаю, что это очень маловероятный сценарий. Я глядзеў недавнія апытанні, і там ёсць такі нечаканы момант. Ёсць адзін чалавек, які, калі б ён вылучыўся ад дэмакратаў, пакуль што паводле гэтых пытанняў тэарэтычна лёгка перамагае Дональда Трампа. І гэты чалавек Мішэль Абама, былая першая ледзі. Яна мае на десятак працэнтных пунктаў больш, чым любы іншы кандыдат ад дэмакратычнай партыі, і яна мае, здаецца, 11 працэнтных пунктаў больш, чым Трамп у апытаннях агульнанацыянальных, не дэмакратаў, рэспубліканцаў, а ўсіх. На вашу думку, ці імаверна, што Мішэль Абама, якая пакуль не выказвала свайго жадання ісці ў палітыку і балатавацца на такую пасаду, што дэмакраты раптам здолеюць прыцягнуць такога кшталту кандыдата?
Это отличный вопрос. Я тоже видела такие вопросы, при которых Мишель Обама, бывшая первая леди, на самом деле самый популярный человек в Демократической партии. И что интересно, такие разговоры и такие дискуссии я больше видела в русскоязычных и белорусскоязычных источниках в Восточной Европе, нежели в самих Штатах. Идея того, что Мишель Обаму, может быть, назначит кандидатом. Але питання були американські, я сьогодні читав в доволі серйозних виданнях. Да. Просто ее кандидатура настолько серьезна, мне кажется, здесь в медиа не обсуждается, потому что Мишель Обама, несмотря на то, что она очень популярна среди американцев, и она была очень популярная первая леди, и до сих пор пользуется огромной популярностью, она очень много раз в своих публичных выступлениях совершенно черным по белому говорила, что она не заинтересована в политической карьере, что она не хочет никуда избираться. И все эти годы, с тех пор, как ее муж закончил свое президентство, у нее было много возможностей пойти в политику, и она, скорее всего, была бы успешным политиком, но она этого не делала. И в своей книге, в своих мемуарах, и в разных личных выступлениях, и в таком концертном туре встречи с людьми, которые она организовала по всей стране совершенно недавно, она всегда говорила, что она не хочет идти в политику, и что на нее и на ее семью очень тяжело повлияли те 8 лет, пока ее муж был президентом, и что она этим не интересуется, это просто не ее. То бок вы думаеце, што нават калі да яе там звернуцца і будуць прасіць, слёзна ўмаляць, яна наўрад ці пагодзіцца? Я думаю, что если был бы такой вариант уговорить Мишель Обаму, если бы хотя бы какая-то возможность была как бы открытого окошка того, чтобы ее можно было уговорить, то Джо Байден бы не поддержал Камалу Харрис. А он это сделал. И он президент, и он самый влиятельный демократ. И то огромное количество демократов в Конгрессе, в Сенате, которые уже поддержали Харрис, я думаю, что это индикатор того, что никакого очень серьезного кандидата больше не будет. Вы ўжо назвалі асноўныя тэмы, якія будуць абмяркоўвацца на гэтых выбарах, якія хвалююць амерыканскіх выбарцаў. А вось якія ключавыя моманты, дзе найбольшае разыходжанне паміж пазіцыяй дэмакратаў і рэспубліканцаў? І, может быть, вы можете расказаць, вось як рэспубліканцы фармулююць сваю палітыку адносна гэтых ключавых момантаў, як і дэмакраты, і ў якіх штатах будзе адбывацца асноўная бітва, так бы мовіць, вакол гэтых пытанняў? Да, конечно. Как я уже сказала, опрос общественного мнения показывает, что экономика, проблема экономического развития – это самая главная проблема, которая волнует всех американцев. И, конечно, республиканцы и демократы, у них совершенно разные позиции по этому поводу. Потому что администрация Джо Байдена и демократы говорят, что посмотрите на объективные макроэкономические показатели, которые показывают, что американская экономика на самом деле находится в хорошем месте, что это самая сильная экономика мира, то, что безработица всего 4%, это хороший показатель, и то, что темпы развития американской экономики вышли на уровни до ковидной эпидемии. При этом несмотря на то, что макроэкономические показатели действительно хорошие, как я вам сказала уже, из-за высокой инфляции и из-за того, как война в Украине повлияла на мировую экономику, цены на продукты, на бензин, на электричество, на те вещи, на которые люди тратят деньги каждый день, они на самом деле высокие. И здесь проблема демократов в том, что они пытаются объяснить избирателям, что экономика Америки развивается в правильном направлении, и это хороша, и она хороша, но 2/3 людей, когда у них спрашивают, развивается ли страна в правильном направлении, говорят, что нет. То есть то, как люди чувствуют по своему собственному карману, насколько дорогая стала жизнь, и то, что говорят демократы про экономику, здесь есть очень большой разрыв. Дональд Трамп и республиканцы, в свою очередь, говорят, посмотрите на показатели американской экономики до ковида, насколько она была сильна при Дональде Трампе, и то, что его политика выведет нас обратно на тот уровень, и, как вы помните, все было дешевле и жизнь была лучше. Поэтому на экономику они смотрят вот эти две партии с этой точки зрения. Очень большие разногласия есть между демократами и республиканцами в плане эмиграции, и особенно нелегальной эмиграции. Потому что, с одной стороны, многие люди в демократической партии и люди, которые поддерживают демократов, они поддерживают идею того, чтобы разрешать людям приезжать в Штаты и просить политическое убежище. И они считают, что новые эмигранты – это хорошо для страны.
При этом республиканцы так не считают, поэтому Дональд Трамп в 2016 году обещал построить стену, как вы помните, на границе с Мексикой. И учитывая то, сколько нелегальных иммигрантов приезжают в страну сейчас при Байдене, это очень-очень острый вопрос. Особенно для тех людей, которые живут в Штатах на границе с Мексикой. И вот эти два вопроса, экономическое развитие, нелегальная иммиграция и криминал, который тоже связан с нелегальной иммиграцией, конечно, будут три самые важные вопроса, про которые будут спорить республиканцы с демократами. И вот эти вот 6 или 8 неопределившихся штатов, они будут решать исход выборов, исходя из этих вопросов. Я б хотів вас удакладніць. Вось з другім пытаннем все зразумела, там дэмакраты хочуць больш дазволіць іміграцыі, рэспубліканцы хочуць яе абмежаваць. А вось з эканомікай я зразумеў толькі тое, што дэмакраты кажуць, што эканоміка ў добрым стане, рэспубліканцы кажуць, што яна ў кепскім стане была ў лепшым перад ковідам пры Трампу. Але якія крокі абяцаюць і тыя? Што хочуць рэспубліканцы, што хоча Трамп зрабіць з эканомікай, калі прыйдзе да ўлады? Як змяніць? І, может быть, там зменшить податки, ці нечто еще. Что он обещает? Да, Трамп обещает снизить налогообложение, но проблема с тем, чтобы обсуждать какие-то специфические предложения республиканцев и Дональда Трампа в том, что они не дают деталей своих предложений. То есть, если вы слушали речь на 90 минут, которую Дональд Трамп произносил во время Конгресса Республиканской партии, совсем недавно, несколько дней назад, то его речь, он говорил об очень общих вещах. Он говорил, что при мне жизнь была лучше, но я сделаю ее еще лучше. При мне была отличная экономика, мы сделаем экономику самой сильной экономикой в мире. Ни Дональд Трамп, ни его вице-президент, ни другие люди в республиканской партии не объясняют практически, каким образом они будут это делать. Точно так же, как Дональд Трамп, когда вы, видимо, это знаете, обещал, что он за сутки сможет остановить войну в Украине, но никогда не объяснял, каким конкретным образом он будет это делать. Поэтому, с одной стороны, у нас есть обещания, а с другой стороны, не совсем понятно, как конкретно республиканцы и Трамп собираются это реализовывать. Что касается демократов, то они говорят, что мы будем продолжать делать то же самое, что мы делаем сейчас. Мы будем стараться сдерживать инфляцию, и мы будем поддерживать экономику для того, чтобы она развивалась так же, как она развивается сейчас, но они игнорируют вот эту вот стоимость жизни, про которую я вам говорила, которая на самом деле влияет на то, как люди будут голосовать. Дякую вам вялікі за гутарку. Спасибо большое. Я нагадаю, з намі на сувязі Наталя Райс. Яна жыве ў амерыканскім горадзе Ноксвилл. Яна была старшай навуковай супрацоўніцай ва ўніверсітэце Теннессі, а цяпер яна эксперт-кансультант у кансалтынгавай кампаніі «Дука». З вами быў Алексей Знаткевич. Гэта праграма «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.